29 августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони за $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,26 сомони за 1 евро. Средний курс и продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,25 до 10,20 сомони, 1 евро от 10,26 64 до 10,21 сомони, 1 российский рубль от 0,1660 до 0,1680 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%. Инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке. Нефть марки Brent находится на уровне $100,09 за баррель, марки WTI составляет $94.15. Стоимость золота в понедельник утром заметно снижается, поскольку ранее глава Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлл подтвердила намерение продолжать процесс ужесточения монетарной политики и составляет $1734.40 за тройскую унцию. Генеральный директорат Европейской комиссии по международным партнерствам планирует выделить 10 миллионов евро на реализацию комплекса мер по поддержке энергетического сектора в Таджикистане. С описанием тендера ознакомился РТ. Данный проект будет способствовать использованию в Таджикистане устойчивых источников энергии, поддерживая соответствующую институциональную и нормативно-правовую среду в энергетическом секторе, говорится в описании тендера. Отмечается, что выделенные средства, в частности, должны помочь развить потенциал и эффективность Министерства энергетики и водных ресурсов, государственной энергетической компании Барки Тоджик и Управления регулирования электроэнергетики антимонопольной службы Таджикистана. В Еврокомиссии добавили, что весь этот комплекс мер поможет сделать рынок электроэнергии страны прозрачнее, где будут отражены реальные тарифы. В свою же очередь, эти цены будут привлекательны для частного сектора, отвечая всем современным требованиям, которые предъявляются региональному рынку электроэнергии. Кроме того, проект поможет усилить взаимодействие между заинтересованными сторонами в энергетике и позволит сократить вредные выбросы в окружающую среду. Ранее же сообщалось о том, что правительство Таджикистана ведет переговоры с Европейским Союзом о привлечении финансовых ресурсов для строительства Рагунской ГЭС. Об этом говорил первый замминистра энергетики и новых технологий Джамшед Шоимзода 12 июля на пресс-конференции в Душанбе. С начала года общая сумма кэшбэка, выплаченного потребителям в Узбекистане, достигла свыше $30 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики. Кэшбэк начислен более 1,09 миллионам потребителям. Только за июль на выплату потрачено $6,6 миллионов. Возможность получить кэшбэк в размере 1% от суммы покупок у узбекистанцев появилась с 1 января этого года. С помощью такой акции власти Узбекистана хотят стимулировать граждан требовать чеки за полученные товары и услуги, способствовать тем самым снижению объема теневой экономики страны. Для получения кэшбэка надо зарегистрировать чек в специальном мобильном приложении налоговых органов СОЛИК, отсканировать штрих-код документа. Акция вызвала живой интерес у жителей страны, а за последние 2 недели с момента запуска программы приложение СОЛИК скачало более 25 тысяч новых пользователей. Не обошлось и без попыток мошенничества, в этом преуспели работники торговли. Они использовали такие способы незаконного получения кэшбэка, как регистрацию чужих чеков на свое имя, намеренное искажение информации в чеках, невыдача чеков с QR-кодом и другое. Одному из нечистоплотных продавцов даже удалось обхитрить председателя ГКНБ Республики Узбекистан Ширзода Кудбиева. Первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гапинат заявила, что центробанки всех стран мира должны приготовиться к жестокой борьбе с высокой инфляцией в течение последующих 5 лет. Об этом она сказала на экономическом симпозиуме в Джексон-Холле. Текст ее выступления опубликован на сайте МВФ. В МВФ уверены, что рост инфляции, связанный с пандемией коронавируса и событиями на Украине, продолжится еще как минимум 3 года и во всех странах мира. Центральным банкам следует дать понять, что они будут держать курс и проводить жесткую политику до тех пор, пока инфляция остается высокой. И если инфляция окажется неожиданно устойчивой, они должны подчеркнуть свою решимость более агрессивно ужесточать меры, даже если это означает резкое охлаждение экономики и рост безработицы, заявила Гапинат.
Представитель МВФ добавила, что аналитики фонда до сих пор точно не могут понять, какие процессы привели к столь резкому и быстрому росту глобальной инфляции. И в этот раз она оказалась настолько серьезной, что основы денежно-кредитной политики и модели прогнозирования не сработали. Казахстан ведет работу по релокации свыше 250 ушедших из России компаний. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов в интервью Tengrius.kz. Мы сейчас проводим такую работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, это в основном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок. Уже 45 компаний приняли положительное решение по работе в Казахстане. Мы с каждой компанией сейчас работаем, создали рабочую группу по каждому проекту, чтобы помочь компаниям разместить производство в нашей экономике, сказал чиновник. По его словам, это процесс постепенный.